Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам всем спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. И огромное-огромное вам спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто скоро признается вам в любви? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя, так и спросите, кто скоро признается мне в любви. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками. Кто признается в любви? Откройте нам будущее, дайте нам знать. Так. Девчонки, буду перечислять. Тут много всего интересного и очень много всего неожиданного для вас именно будет, шокирующего, я бы даже так сказала. Так, во-первых, скоро будет признание у детей, да, вот детки. Детки будут признаваться после какого-то, ну, скажем так, не очень хорошего поступка, либо нашкодят, либо как-то, знаете, вот прям подведут в чем-то, может быть. Я вижу, что вы не будете ругаться, но вы как-то вот накипело, наболело, да, будет какой-то диалог, да, не диалог, монолог. Вот что-то вы скажете своим детям, либо ребенку после его каких-то вот, ну, нехороших поступков, да. Вот просто скажете, вот с какой-то усталостью. Я там надеялась на тебя, я там мерила в тебя, а ты вот так поступаешь. Ну что я могу сказать, да? Подвел ты меня, дорогой мой любимый ребенок. И вы знаете, ваши слова, они настолько будут чистыми, честными, сердечными, что они тронут и сердечко, и мозг вашего ребенка. Здесь я вижу, что ребенок, ну, прям, знаете, вот на шею, может быть, кинется, либо в ноги вам кинется и скажет: мамочка, ну вот не знаю, что на меня нашло, ну не понимаю, что со мной произошло. Прости меня, пожалуйста, больше никогда так делать не буду. И скажет вам, что любит вас. Вы посмотрите в глазки вашему ребенку и поймете, что вы можете верить и доверять, что не обманет. Здесь именно ребеночек ваш будет вам признаваться в любви, и это будет, пожалуй, самое лучшее признание, самое прекрасное мгновение, которое вы испытаете, либо испытывали на протяжении, либо в периоде, да, нескольких даже, может быть, лет. Здесь будет нечто, соединение, объединение, да, матери и ребенка. Очень такое душевное состояние. Я так понимаю, что вы еще вместе там поплачете, но вам это будет хорошо. Эти слезы, они очищают, они помогают. Здесь вы лучше начнете понимать друг друга, и между вами будет и любовь, и дружба. Да, это очень важно, когда между родителями и детьми есть и любовь, и дружба. Между вами она состоится. Это будет переломный момент, который, ну, полностью изменит ваши отношения. То есть, если раньше было такое, вы с претензиями, ребенок закрывается, огрызается, то теперь вы станете просто идеальной семьей. Я за вас очень, мои дорогие, рада. Следующий момент. Здесь у какой-то женщины, у которой, в принципе, все неплохо, у которой есть семья, у которой муж, да, все нормально. Здесь идет поклонник, причем поклонник невероятно какой-то навязчивый. Скорее всего, кто-то, ну, либо по соседству, либо на работе, да, потому что этот человек постоянно будет преграждать вам путь. Мужчина, неплохой мужчина, вот влюбится в вас, как первый раз. Будет ходить за вами, подарки таскать, цветы таскать, комплименты, приглашать, уговаривать, а вы будете в шоке, потому что у вас семья, у вас все неплохо. Зачем вам этот мужчина нужен? С одной стороны, будет очень приятно, что да, вот мужчинки-то ко мне, да, липнут, а с другой стороны, вы будете постоянно стрессовать из-за того, что будете переживать, что люди скажут, да, что муж скажет, когда узнает. То есть достаточно конфузная идет ситуация, но вот этот мужчинка, он действительно потрепет вам нервы,
И тут действительно может стать для вас серьезной головной болью. Я вам дам такой совет. Если этот мужчина начнет к вам вот прям изначально приставать, вы уж сразу ему тогда отворот-поворот, и так, чтобы, знаете, прям в грубой форме. Вот не бойтесь, да, показаться невежливой, лучше вот изначально его пресечь, потому что позже он действительно конкретно усложнит вашу жизнь. То есть вам это ни к чему на самом деле. Я вижу, что вам он не настолько будет симпатичен, чтобы вы там с ним пошли в роман, либо там еще и, например, от мужа ушли. Нет, я этого не вижу. Наоборот, я вижу, что он будет именно ходить за вами, досаждать вам, создавать вам проблемы. И вы будете мучиться этим, потому что это серьезная проблема. Из-за этого мужчины у вас в жизни могут быть действительно какие-то сложности. Вот опять же таки с семьей, с окружением. Многие, кстати, могут, вот особенно женщины, винить вас, что вот она типа, дескать, скружила хорошему мужчине голову, теперь вот от него бегает. Да, чтобы этого не случилось, лучше сразу дайте ему отпор. Но это мужчина, вот он где-то у вас либо на работе, либо по соседству. Больше, конечно, похоже на работу. Потому что вот прям прохода вам не дает и все. Так, девочки, кто у меня в возрасте? Возраст такой, 45 и плюс. У вас идет молоденький паренек молоденький, тут прям конкретно молоденький. Разница очень большая в возрасте. Может быть, вы преподаватель, может быть, вы работаете там со студентами, либо вы, я не знаю, врач, да, вот такой придет к вам паренек, объявится у вас, в вашем поле появится, и вот прям влюбится в вас, будет смотреть на вас влюбленными глазами, вы будете это все чувствовать, вы будете понимать, не будет прям ходить там признаваться, будет как будто бы навязывать свое внимание, либо свое общество вам. То есть какой-то вот как дискомфорт, что ли, идет от этого. Девочки, что я хочу сказать. Если вы, кстати, может быть, вы начальница, а он будет вашим подчиненным, да, тоже может быть. Смотрите, этот паренек, в его защиту хочу сказать, что его чувства настоящие. И он не из каких-то корыстных побуждений, не из какой-то выгоды. Вы действительно женщина его мечты. И да, действительно, он в вас влюбится. Если вы девушка смелая и не побоитесь такой разницы в возрасте, то здесь может случиться очень замечательная история любви. Хорошие отношения, действительно качественные отношения. Вы этого мужчину, парня, да, вы его вырастите, вы превратите его в настоящего мужчину. И знаете, буквально через лет 5 вот эта разница в вашем возрасте, она вообще будет незаметна. То есть здесь именно пунктик идет, да, в вашем восприятии того, что есть эта разница. Ну, как бы, понимаете, старым мужикам им же все позволено, да, у них же нет таких пунктиков. Они считают, что они в любом возрасте там просто идеал неземной красоты. А у женщин почему-то есть такой пунктик, и они очень часто на нем заморачиваются и отказываются от своего счастья. Вот, девочки, кто узнает себя в будущем в этой ситуации, я лично, вот вам песок, да, и я, считывая эту информацию, говорю вам вот как есть. Это будут хорошие, здоровые отношения, где вот этот мальчик, он там буквально, да, в 5 лет превратится в мужчину, настоящего мужчину. И не думайте, что там он меня потом на молодую поменяет. Никогда он вас не поменяет. Потому что вы женщина, фатальная для него женщина всей его жизни, всей его судьбы. Если вы ему откажете, вы понимаете, ему будет невероятно сложно построить отношения, потому что в каждой своей там новой знакомой женщине он будет искать вас и не будет находить, потому что вы уникальная. Таких, как вы, больше не делают, да, либо вы штучная, вы какой-то особый, не хочу говорить экземпляр, да, но особое какое-то творение. Понимаете, вы этому мальчику покажете космос, да, что же он потом там на Земле будет делать. Вот серьезно, девочки, хотя бы, конечно, да, я не имею права вас уговаривать, но попробуйте, да, просто попробуйте.
Это парень достойный, достойный человек, достойный мужчина и будет любить, ухаживать за вами. Вы понимаете, никогда от вас не откажется, не отвернется. Все будет делать для вас, для ваших, например, деток, для вашей семьи. Если вы там будете переживать, что а как же он там своих деток захочет, нет, ему будет достаточно, что есть вы, что есть детки у вас, что, например, там внучата, понятно, со временем пойдут, да, он будет их воспринимать как своих. Здесь вообще с этим проблем никогда никаких не будет. Так, еще очень важный момент. Здесь идут признания в любви от каких-то бывших. Бывшие мужчины, мужья, парни, какие-то, может быть, даже не случившиеся мужчины, да, в вашей жизни. Я вижу здесь встречу такую слезную, когда мужчина то ли выпивший, то ли крайне удивленный встречей, либо напросившийся сам на эту встречу, неожиданно для вас, начнет лить слезы о том, какая вы идеальная женщина, как он был неправ, как он опростоволосился, когда вас отпустил, и рассказывать вам, как сильно любит. Здесь именно идут шокирующие признания от мужчины, который в вашей жизни уже был. Возможно, мужчина поступил не очень хорошо. Возможно, когда вы были вместе, вообще не ценил, не то чтобы не любил, не уважал даже. А тут на тебе такая идет перемена на лицо. Значит, будете думать, что вот прямо будет вопрос в голове, а правду он мне говорит, либо играет, да, играет на моих чувствах. Я скажу так, здесь 99,9% мужчина будет говорить правду. Потому что действительно у него, у многих так отыграется, да, что мужчина, горе уже хлебнул, причем так по самые не могу. Очень много всего передумал. И вот эта ваша встреча на самом деле будет не случайной. Он к ней готовился. Конечно, он хотел ее провести немножечко по-другому, в другом формате. Он и сам от себя, например, не ожидает, что он расплачется, что он будет всю душу вам, да, откроет и вот о всех своих чувствах расскажет. Здесь, конечно, очень переживательно идет признание. Я не могу сказать, что вас это порадует. Скорее, очень сильно растревожит вашу душу. И вот это конфуз, понимаете, конфуз, что верить, не верить. Вам захочется его прижать к себе, успокоить, а с другой стороны свежа память о том, что этот человек обижал, либо как-то плохо с вами поступал. Здесь у многих прям дилемма из девочек будет, что делать, как поступить, принять или прогнать. Но тут песок не раскрывает этой информации, возможно, в других отсыпках мы посмотрим эту тему, но здесь я вижу, что вам будет очень-очень нелегко. Очень тяжелая, я бы даже сказала, встреча вам предстоит, но для многих из вас это важно. Важно, чтобы поднять самооценку. Потому что мужчина, который вот вам встретится и признается, он действительно очень много гадостей сделал, либо, знаете, мог физически, да, делать гадости, а мог морально, да, истощить вас и изничтожить. То есть после этих отношений вы как через мясорубку прошли. То есть вы разбитая, неуверенная в себе женщина, об которую, извините, вытерли ноги. А вот это его признание, оно вас возвысит, оно вас излечит от вот этой огромной травмы. Вы поверите в себя, вы поверите, что вы женщина на все 100, что вы красавица, что вы умница, что мужчина просто сглупил, да, когда так с вами поступил. Но это я мягко, конечно, говорю. На эфир не хочется плохие слова употреблять, хотя прям на языке крутятся. Поэтому, девочки, это вам идет как бальзам. Бальзам на душу. Хотя и достаточно горький бальзам, да, вот прям распереживаетесь, я тут вам сразу говорю. Но имеем то, что имеем. Мои милые, решать вам, распоряжаться своей судьбой вам. Я желаю, чтобы почаще вам люди признавались в любви. Я желаю, чтобы как можно больше мужчин дарили вам свои улыбки, дарили вам подарки, цветы и делали для вас джентльменские поступки. Будьте счастливы, мои милые, и знайте, что вы самая-самая прекрасная. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.